Наша прекрасная голубая планета– это сложный баланс между жизнью и смертью, хищником и жертвой, другом и врагом. Слово «экология» буквально переводится как изучение дома, нашего дома, родной планеты Земля. Более конкретное определение экологии – это изучение отношений организмов друг с другом и к их физическому окружению. Он отвечает на вопросы, как живые существа взаимодействуют и полагаются друг на друга или от окружения. Выживание видов зависит от других живых организмов и неживых компонентов. Это называется взаимозависимостью. Например, люди не смогли бы выжить без растений, которые вырабатывают кислород, и растения, соответственно, нуждаются в углекислом газе от людей и других организмов. Или в результате извержения вулкана. Экология чрезвычайно трудна и сложна для изучения, и для того, чтобы университеты справились с этой задачей, используют экологическую модель. Модель представляет или описывает компоненты экологической системы. Эта модель называется экосистемой. Крупнейшая экологическая система, которую мы знаем, это биосфера, планета Земля. Это единственная биосфера, которую мы изучаем, потому что до сих пор это единственное место во Вселенной, где, как мы знаем, есть жизнь. Биосфера – это тонкая завеса, которая идет от самого Земли до самой глубокой части океана. Все живое на Земле расположено в биосфере. Если вы увеличите масштаб одной экосистемы, то будет намного легче увидеть работающую вместе экосистему. Экосистема – это все организмы и неживая среда, найденные в определенном месте. Живые существа в этой экосистеме пруда включают рыб, черепах, водные растения, водоросли, насекомых, птиц и бактерий. Эти организмы взаимодействуют способами, влияющими на их выживание. Например, насекомые и рыбы едят растения, а черепахи едят рыбу. Неживые или физические химические предметы имеют химический состав и его pH-уровень, уровень растворенного кислорода и углерода, подача азота. Это все помогло определить, какие именно организмы живут в пруду и насколько они многочисленны в обществе. К взаимодействующим организмам в местности не относятся неживые факторы. Популяция – это все организмы одного типа в данной местности, и организм относится к отдельному животному порядковому уровню. Это организация от самого обширного до самого узкого значения. Биосфера, экосистема, население сообщества и организм. Когда мы говорим о том, где живет организм, вместо того, чтобы говорить об экосистеме, значение которой довольно обширно, мы могли бы говорить о среде обитания. Это слово, обозначающее место, где организм обитает. Среда обитания включает как биотические, так и абиотические факторы. Биотический фактор – это живые части обитания. И когда вы добавляете букву «А» перед этим словом, то слово обозначает неживую часть в этой среде. Поэтому абиотические факторы – это неживые части среды, использующие экосистему пруда. В качестве примера биотических факторов можно принести траву, водоросли, рыбы, птицы и насекомые. Абиотические факторы включают в себя pH воды, породу, почву, солнечный свет и температуру. Теперь вы иногда можете слышать, как люди пытаются использовать слова «среда обитания» и «ниша» как взаимозаменяемыми. И это не совсем так. Слово «ниша» – это работа или роль организма, и их не следует использовать как замену другого. Среда обитания – это наш дом, а ниша – это работа. Например, дерево секвойя берет энергию солнца и превращает ее в сахар с помощью фотосинтеза. Красные деревья часто встречаются в туманных прибрежных районах, таких как Санта-Крус, Калифорния. Среда обитания – это туманные прибрежные районы Калифорнии, а ниша – это превращение в солнечной энергии, в сахар путем фотосинтеза. Теперь некоторые организмы занимают очень обширную нишу, а некоторые очень специфическую. Универсалы употребляют самые разнообразные продукты, а специалисты едят мало или даже один тип еды. Тип кормовых свиней – это пример универсала, который употребляет много разных продуктов. К счастью, это может быть полезно для них, поэтому они могут выжить за счет разнообразия пищи во многих средах обитания. С другой стороны, панда – специалист, потому что они употребляют только один бамбук.
Если бамбука будет недостаточно, то популяция панд сократится. Специалисты имеют очень высокий риск вымирания, поэтому для организмов часто полезно быть универсалом. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. Don't forget to like and subscribe and follow me on Twitter @SciencePet.